Жители Атамайского наслега вот уже третий год ведут здоровый образ жизни. В селе запрещена продажа спиртных напитков. Инициативу проявила местная молодежь, предложив для начала справлять праздники без алкоголя. Именно молодежь эту инициативу проявил. И у меня вот первый случай, да, одна молодая семья вот свадьбу хотела сделать вот именно в сельском клубе. И они предложили, что эта свадьба должна быть без алкоголя, да. Мы поддержали. В моем наследии, да, вот сейчас настрой населения вот такое, да, положительное, да. И со стороны власти, не только в моем лице, да, а именно вот улуса, там, республики, да, надо вот в это время надо успеть поддержать население. В селе с населением в 700 человек работает 5 продуктовых магазинов. Частный магазин «Атамай» год назад открылся маленьким киоском, а сегодня уже является основной торговой точкой населения. Нет, мы вообще не продаем алкогольные напитки. Так и начинали, да? Начинали с маленького, да, с основных продуктов. Стояли на аренде там в маленьком магазинчике. Потом год назад открыли этот магазин, расширились как бы. Свободное время жители проводят, занимаясь спортом. Скандинавская ходьба стала неотъемлемой частью жизни села. Кроме того, активно продвигаются общественные движения. Организация «Чепдик», что в переводе «здоровый», объединила сельчан на пропаганду здорового образа жизни. Цели и задачи нашей организации – это объединение молодежи, которые ведут здоровый образ жизни, и пропаганда в своем наследии здорового образа жизни. Мы приняли свой годовой план деятельности, и в нем входят следующие виды работы. Это публикации в нашей наследной местной газете «Атамай Сирджите», выступления во всеобучах, которые проводятся для родителей один раз в четверть, организация конкурса рисунков на тему здорового образа жизни и проведение интеллектуальной игры на наследном уровне среди молодежи тоже на тему здорового образа жизни. Еще одной гордостью села является новый детский сад «Радуга» на 70 мест. За последние несколько лет резко возросла рождаемость детей. В селе даже говорят, что если детей трое, то она считается немногодетной. Семья Максимовых, Иван и Наталья воспитывают 5 детей. Основная деятельность семьи – разведение лошадей и скота. Ата бәм кистел бота, бәм дорут. Картык иһә амсаяр этем. Антым билен кәндиге бәм брагаммын. Оору теренеммен. Арагы куханын биленмен. Браган. Бес олган төрөттү бит. Олган оолорум улатаннар. Тухаҗан болан үле. Хамнар жана. В селе не скрывают, в их деревне есть люди, которые подпольно продают алкоголь, но с каждым годом число выпивающих снижается, да и подрастающее поколение смотрит в другом направлении. Наша задача была посмотреть, какие изменения все-таки происходят, когда то или иное село отказывается от продажи алкоголя. Здесь работают 5 магазинов продуктовых, а население всего лишь 700. Когда в городе Якутске нам говорят о том, что все продуктовые магазины закроются из-за того, что алкоголь не продается в многоквартирных домах, это тут реально обратное. Наоборот, они говорят, вот алкоголя нет, и очень здорово, магазин работает, прибыль есть, люди живут. Поэтому явный признак того, что здесь трезвость процветает. В Якутии насчитывается 57 районов, объявивших себя зоной трезвости. Из них 14 приняли полный запрет на продажу алкоголя. Положительные результаты такого решения уже сегодня можно наблюдать на примере Атамайского села. Туяра Кривошапкина, Чулус Трофимов, Иван Тайтонов. Специально для СИА.